Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о а, ситуации в Украине, в Одесской области и в Одессе в контексте 2 лет полномасштабной войны или полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и той преступной войны, которую развязал Путин, можно сказать, 10 лет назад, в 2014 году, с того момента, как он аннексировал Крым. И поговорить об этом я предлагаю с нашим частым гостем Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины. Юрий Дмитриевич, приветствую вас. Вони сіла Заман Хайрлсон, вітаю. Витаю, да. Рада вас видеть. Юрий Дмитриевич, уже 2 года, да? Кто бы мог подумать еще 2 года назад, что так быстро пройдет время, и эта война продлится так долго. Полномасштабная война, да? По сути, она уже длится целых 10 лет. И в этом контексте хочу спросить, как она изменила жизнь, да, Украины и, в частности, гагаузов Украины? Действительно, уже 2 года. И вот 24 февраля мы все, многие граждане Украины, переосмысливали, что произошло за 2 года. И переосмысливали, как это все начиналось. Вот я и в моей семье, и среди моих друзей. Мы в эти пару дней всегда вспоминаем, как нас застала война, где нас застала война. И как проходили первые месяцы войны, потому что они были, я считаю, что самые сложные. В моральном, психологическом плане. Потому что потом уже пошло потом. Потом мы привыкли к обстрелам, потом мы привыкли к воздушным тревогам. К сожалению, мы привыкаем и к погибшим нашим героям. К сожалению, мы привыкаем к погибшим гражданам во время обстрелов. Но возвращаясь к началу войны, мы понимаем, насколько эта война глупая, бессмысленная. Мы не понимаем, зачем ее начала Российская Федерация. Понимаете, потому что вот сравниваем, как мы хорошо жили до этой войны. Э, и даже смысл вот войны, как тут говорят, что вы вот там бомбили 8 лет, бомбили Донбасс или бомбили Донбасс, но сегодня вот я лично сравниваю. Вот, смотрите, вот война пришла, и что произошло за последние 2 года с Мариуполем? В каком состоянии Мариуполь, Северодонецк, Бахмут, Авдеевка? Города, стертые с лица земли, которые стерты последние 2 года. И что с 8 лет Донбассом, который типа бомбила украинская армия? Один из основателей, один из как бы поводов, что вот Украина обижала народ Донбасса. Если вы помните в первом в обращении Путина, один из поводов, там, националисты, фашисты там обижают народ Донбасса, и мы должны прийти ему на помощь. Посравните сегодняшний Донецк, цветущий, и это Донецк цветущим сделало украинское государство. Построила там стадионы, проводила там Евро-2012. Целый город Донецк стоит. И в Донецкой области чуть южнее разрушенный Мариуполь на 80%. Чуть севернее разрушенный Северодонецк. Чуть западнее разрушены Бахмут и Авдеевка. Это все цветущие города, можно сравнить фотографии, их часто вот выкладывают, по крайней мере у нас, города двухгодичной давности и сегодня. То есть вот что принесла украинскому народу эта война. Цели разрушения украинских городов мы не видим. Разрушены жизни, разрушены семьи. 6 миллионов украинских граждан находятся только в Европейском Союзе. И где-то около еще миллиона граждан находятся в других странах мира. То есть каждый практически треть, четверть украинского государства сегодня вынуждены покинули украинское государство. Сегодня страдают и российские граждане, погибшие сотни тысяч русских солдат. За что? Вот за что погибли сотни тысяч российских солдат? Искалечены пару сотен тысяч российских солдат, граждане, не буду говорить граждан Российской Федерации. И эта война, я не вижу смысла этой войны, я не вижу смысла продолжения этой войны. И этой войны не будет конца краю. Потому что эта война, смысл этой войны – это амбиции российского руководства. Покорить украинское государство, не признавать украинское государство.
И самое главное, сегодня эта война идет под знанием, самое главное, знаете, самое обидное, что эта война идет под флагом Советского Союза, понимаете, которого уже никогда не будет, Э, к сожалению. Российская армия опять обстреливала этой ночью Одессу. Мы видели, что сообщение о том, что все 10 шахедов, которые были запущены по Одессе, были сбиты. И я так понимаю, что в последнее время опять стал упор на Одессу. Почему? Это просто попытка терроризировать население, это попытка, скажем так, усилить усталость от войны. И в этом плане, вот уже 2 года прошло, каковы настроения в украинском обществе? В украинской, ну, касательно обстрела, ну, я же говорил уже, что, к сожалению, граждане Украины привыкли к обстрелам. Для нас наши дети, вот, знаете, гуляешь в выходные по центру Одессы, по Одессе, и гуляют множество детей. Из них многие вернулись, потому что вот когда война началась, после освобождения Киевской области, многие граждане Украины вернулись. Да, поверили украинской армии, поверили вооруженным силам Украины, поверили в свое государство и согласно статистике, где-то около 3 миллионов граждан Украины вернулось обратно в Украину. И действительно, вот тогда я помню, после мая месяца, там, с июня месяца 22 года, на третьем-четвертом месяце войны, многие очень вернулись, и опять заработала экономика, зажила страна. Ну, и все эти граждане, и те, которые не уезжали, и те, которые уехали, они привыкли к российским обстрелам. Народ уже Украины не испугаешь. К сожалению, наши дети привыкли. Наши дети уже различают, это шахеды летят или ракеты летят. К сожалению, наши дети, дети войны. Они потом будут лет через 50 рассказывать своим внукам об этом. К сожалению, о том, как братская Россия их пыталась убить, как братская Россия разрушила их дома. Э, Общая ситуация по Украине, Но это конечно, Россия так себя называет братская, на самом деле она уже не братская. ну да, 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 ну это так, Россия себя называет как братский Да. народ, но сегодня то же самое, смысл войны. Путин в своих речах везде говорит, что украинский народ нам братский, что это один народ. Ну зачем ты его уничтожаешь, зачем ты сравниваешь с землей дома этих людей, которых ты называешь брат? Ну, просто глупая, маразматическая война, понимаете? И э, сегодня хочу вам сказать, что, по крайней мере, в моем окружении русскую армию называют скоты, подонки. Я уже не говорю про те слова, которые называют наша армия, наши военные русских солдат называют. Понимаете? Но сегодня бывший братский народ называют скотами и подонками. Это самые легкие выражения. Вот к чему привела развязанная Путиным война. Нету больше братского народа. Я подозреваю, что пройдет 1-2 поколения минимум украинских граждан, чтобы простить, чтобы сгладить эту вину. Представляете, пройдет там полсотни, может быть, сотни лет, чтобы это сгладилось как-нибудь хотя бы. Но ситуация в Украине, вы знаете, в общем, экономика работает, все нормально. К сожалению, сегодня из-за отсутствия или приостановки частично военной помощи страдают наши воины, которые вынуждены немного отступать на некоторых отрезках фронта. Но я надеюсь, я думаю, что это временная ситуация, потому что заряд и мотивация в украинской армии с ребятами, которыми я общаюсь, которые воюют, очень высокая. Все понимают, что нужно сейчас что-то, перейти в эшелонную оборону, накопить силы и потом продолжить освобождение украинской земли. Вот какие настроения как бы на фронте. А настроения среди людей, они уже понятны, я о них рассказал. К сожалению, мы привыкли к войне, мы привыкли к обстрелам. Уже для нас это стала обыденность, но мы знаем, что будет украинское государство, знаем, что мы опять будем прекрасно жить в украинском обществе, как мы жили до этой проклятой войны. Ну, а гагаузское сообщество как-то это поменяло, трансформировало в Украине, в Одесской области? Вот по истечению этих 2 лет войны, да, что можно сказать об этом?
Ну, я вам скажу, для многих украинских гагаузов Украина стала более роднее. Многие украинцы, многие гагаузы защищают с оружием в руках, воюют за нашу страну. Честно говоря, я даже не думал, что будет такой большой процент гагаузов, который... Я все-таки, знаете, думал, что у нас украинские гагаузы тоже частично пророссийские, но с 2014 года, во-первых, чуть-чуть менталитет поменялся у наших украинских гагаузов. Они стали более проукраинскими. И они видя, что творит российская армия на украинской земле, они многие пошли защищать свою страну. Но самое главное, что за эти 2 года произошло, украинские гагаузы перестали быть немного пророссийскими. Вот это самое главное, что произошло в жизни украинских гагаузов. Они поняли, что Россия не друг, Россия даже враг. Враг, уничтожающий, в том числе и бомбящий наши гагаузские села Украины. Ну да, южная, получается, юг Одесской Бессарабия области, да, тоже. Бессарабия, юг Бессарабии, да, он... Половина. Если в Этуле, в Чечме, Киеве, в Гагаузии слышат звуки дронов и видят вдалеке, как бомбился Ригийский порт, говорят, что с Этули очень хорошо видно, потому что там лиман, этот озеро Кагул, прямой видимости, и все видно, каждый взрыв был виден, когда бомбили первые разы Ну и шахеды Ригийский порт. слышат там каждый вечер практически, да? Я уже не говорю про наши украинские русские села, для которых это, к сожалению, тоже стало обыденностью. То есть менталитет гагаузов украинских очень сильно поменялся. Я думаю, что не дай бог, конечно, чтобы не дошло и до Гагаузии. Я думаю, что не дойдет благодаря вооруженным силам Украины. Но менталитет гагаузов Молдовы тоже поменяется, если вдруг война придет, не дай бог, к ним во двор. Ну, лучше бы он поменялся без войны, да, то есть, как бы, чтобы она без Да, того, что... я тоже думаю, что этого не будет благодаря вооруженным силам Украины. Да, ну, фактически она пришла в том или ином виде, она уже пришла, да, то есть, как бы, мы ее чувствуем по-любому. Юрий Ильич, вот такой вопрос. Мы с вами часто говорили про, и вы сами упомянули, что как бы экономика Украины работает, и мы это видим. Э, Мы с вами часто говорили о том, что, скажем так, морской путь, морской коридор Украина сама себе обеспечила, порты Большой Одессы работают, принимают товары, отгружают товары и так далее. Но вот это вот продолжающаяся эпопея с протестами в Польше. Давайте еще раз проговорим, для того, чтобы понять вообще, что происходит и насколько Украина сегодня зависит от транзита через Польшу своего зерна, своих товаров, прежде всего своего зерна. Потому что я так понимаю, что там проблема в основном с транзитом зерна. Потому что порты на Балтике, да, на Балтийском море польском используются Украиной для экспорта своего зерна. Несмотря на то, что работают порты Большой Одессы. Министерство экономики Украины, правительство экономики показало цифры. В последнее время доля именно зерновых грузов упала до 5-7%. Которые Через шли Польшу вы имеете? Через Польшу? до открытия одесских портов, вы правильно сказали, ВМС Украины полностью прогнали. Сегодня в западной и в центральной части уже Черного моря нету ни одного российского военного корабля. Поэтому коридор работает спокойно. Система ПВО Украины защищает надежно одесские порты от всех возможных обстрелов, которые были, теперь уже даже не пытаются сильно. То есть коридор работает, и он показывает сегодня очень прекрасные результаты. Там от 2 до 3 миллионов каждый месяц экспортируется по этому зерновому коридору. Кстати, он не считается зерновым, потому что по нему уже идет и удобрение, Ну да, и металл, и руда. То есть одесские порты сегодня практически выросли, их грузооборот вышел на довоенный уровень. А эти обстрелы, извините, эти обстрелы, они нацелены именно на портовую инфраструктуру, я правильно понимаю, или что они пытаются? Шахедов, они, да, пытаются подобраться к порту, но, к сожалению, у них не получается. К счастью для нас. Не, к счастью, да, к сожалению для них, к счастью для К Одессы. счастью Да. для нас у них это не получается. Они сбиваются до порта. Вот
этой ночью буквально там метров 500 не долетел дрон, его сбили, обломки, к сожалению, упали на жилые дома там или на другую инфраструктуру, но порт, по крайней мере, ну вот за все время, что работал порт, только первый месяц были прилеты в порты, первый месяц работы, открытие там. Но я же говорю, после этого система ПВО настроилась там на Ониксе, на Калибры, на X там 50 какие-то, там X-101. То есть система ПВО, Украина сразу настраивается на ту систему, которая обстреливается. Понимаете? И порты работают, миллионы тонн зерна и прочей продукции экспортируют, импортируют. То есть экономика заработала, и после открытия одесских портов доля экспорта именно зерновых грузов упала до 5-7% сегодня в месяц. Понимаете? То есть Через Польшу. Мы по-прежнему говорим про Польшу, да? да, про Польшу именно мы говорим про Польшу, что ну, в зерновом плане Польша уже да. До этого она была где-то 20-25% до открытия одесских портов. И прибалтийские порты были важны, но сегодня она очень упала. Протесты фермеров, мы с вами говорили уже в предыдущей передаче, это чисто такая, знаете, барыжничество, как говорят у нас в Одессе. Это классические барыги, которые хотят что-то с этого срубить, понимаете, путем этих протестов. Это первое. Они получили сначала там преференции, дотации. Они закончились, теперь давайте нам еще там что-то там компенсации или дотации. Мало того, в протестах сегодня вот я читаю, что в основном кто участвует? Польские бывшие коммунисты, польские там общественные организации там левого толка. То есть я думаю, что спецслужбы Польши должны внимательно просмотреть, кто финансирует эти протесты. Потому что, знаете, потому что нормальные поляки понимают, ну хорошо, давайте это, ну давайте мы сдадимся, разбирайтесь дальше потом с вводите эмбарго тогда и перекрывайте против российской армии также пункты пропуска. Посмотрим, что из этого получится. Мало того, это зерно выращено под пулями, под пожарами, под обстрелами и под минами. Понимаете? Но это чисто с психологической точки зрения, вот президент Зеленский тоже выступал, я, говорит, не понимаю их. Но никогда, это немыслимо. Сегодня, как говорится, что происходит, есть красивое украинское выражение «маемо, что маемо». Ну да, имеем что имеем. Ситуация на фронте, Юрий Дмитриевич, вот как она меняется после Авдеевки, после того, как ЗСУ вынуждено было оставить Авдеевку? Как меняется? И на фоне того, что мы видим, что международная поддержка затягивается, хотя в последнее время из Европы звучат более такие оптимистические заявления, но пока только на уровне заявлений. В то же самое время президент Зеленский заявил, что как бы из обещанного количества боеприпасов Европа поставила только 1/3. Как бы вот на этом фоне что происходит? Помощь Запада всегда приходила с задержкой, всегда. Там на месяца 5 пришли позже танки, на месяца 3 приходили позже пушки, 777-е. Действительно, самая большая проблема сегодня это снаряды. Потому что, в том числе из-за отсутствия снарядов, из-за снарядного голода, как говорят военные, и украинские войска вынуждены были покинуть, потому что Авдеевка держится с 2014 года. Ну да. Война началась, там фронт за 2 года не поменялся, понимаете? Там, когда были снаряды, когда были там бомбы, когда было чем воевать, там каждый день гибли от 1000 до 1500 российских солдат, которых приносили мясными штурмами в жертву. Приносили, каждый день гибли. Там был день, когда 50 единиц техники было подбито за один день. То есть, когда было чем подбивать. А последние недели вы видели, штурмы были, кроме стрелкового оружия, там и минометов, и FPV-дронов больше нечем было воевать. К сожалению, украинская армия очень сильно зависит, это мы признаем, от иностранной военной помощи в виде особенно снарядов. И если по-другому можно потерпеть, но сегодня
артиллерия блок войны. Всегда была и есть, к сожалению, сегодня тоже. То есть артиллерию может заменить только FPV-дроны, которые сегодня у нас на стадии реализации, на стадии там наладивания производства. Слава богу, что они есть. И сегодня на других участках тоже, где есть проблема со снарядами, там на Херсонском участке, на Запорожском участке, благодаря FPV-дронам неплохо держится фронт. На Угледарском участке. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев украинской армии придется чуть-чуть выравнивать фронт, отходить в некоторых местах. И там, думаю, что будет откат фронта где-то километров на 10, на 20, но не больше, думаю. Чтобы уйти там, где сейчас подготавливаются оборонительные сооружения. К сожалению, тоже ошибка наших украинских властей, что надо было их заранее готовить, потому что когда мы понимаем, что нечем нам наступать, нужно уходить в глубокую эшелонированную оборону, как говорят. Ну, к сожалению, сейчас мы это делаем. На некоторых участках уже это есть, вот как вот под Угледаром, под те же самым Работино на Запорожском участке. Ну, никто не думал, что мы Авдеевку, потому что Авдеевка действительно была очень серьезным укрепрайоном. Очень серьезным укрепрайоном. Она держалась 10 лет. С 2014 года. Не 2 года последних, а 14 лет. Да. Юрий Дмитриевич, я благодарю вас, что нашли время, пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы надеемся тоже на мир. Мир должен быть, потому что война безумная, война изначально плохая вещь. Тот, кто ее начал, тот преступник. Тот тут начинает войну. А тем более это война. Ну, в этой ситуации мир возможен только с победой Украины, поэтому тут уже по-любому. Да. Мир после нашей перемоги.